Я, можа, толькі жыць пачынаю, на пенсію пераходжу. Цытата ўсім вядомага персанажа Печкіна шмат што кажа і пра пружанскіх бабуль з ініцыятыўнай групы «Ветэраны». Самай маладой удзельніцы 63 гады, а самай дарослай 90. Галіна Немцава служыць прыкладам для сваіх паплечніц. Яе дзень распісаны па гадзінах. Акрамя працы ў валанцёрскім атрадзе, яна спявае ў хоры, займаецца гімнастыкай і нават лётае на тарзанцы. Встаю я рано, в 6 часов. В 6 часов встаю, занимаюсь собой. С 6 до 7 я хожу с палками, занимаюсь с кандидатской степенью. А потом уже у меня своя работа, там у меня 4 внуков, правнуков вернее. Поэтому работы и дома хватает. Но никогда не опаздываю. Ни на Красный Крест, ни на любое мероприятие никогда не опаздываю. Галоўны сакрэт Галіны Константиновны – не падаць духам і ведаць, што жыццё не сканчаецца з прыходам старасці. Разговариваю со своими пенсионерами, которых еще остались со мной, и вовлекаю некоторых в какую-то группу, чтобы ходили. Но, знаете, очень трудно поднять со стула. Створаны валанцёрскі атрад па ініцыятыве кіраўніка раённай арганізацыі Чырвонага крыжа Людмилы Лілікоўскай на базе Пружанской районной организации Товариства Червоного крыжа. Впервые пришла эта идея мне после того, как я посетила тренинг по работе с пожилыми людьми в Минске, в Белорусском обществе Красного Креста. Я приехала домой и подумала, почему бы нам не привлечь пожилых людей к работе с уязвимыми группами населения, с теми же детьми из приюта или с пожилыми людьми. Вот первый мини-проект мы написали, это «Отзывчивые сердца». Через год мы написали продолжение проекта «Отзывчивые сердца 2» и работали с детьми из неблагополучных семей и получили огромную радость от этой работы. Знаете, и через вот эти общения мы сдружились. За 7 гадоў яны паспелі зрабіць шмат добрых спраў, а сёлета Беларускае таварыства Чырвонага крыжа прызнала ініцыятыўную групу ветэраны рэсурснай. Гэта значыць вопытнай, аўтарытэтнай, гатовай навучаць іншых. Па ўсёй краіне такіх груп усяго 8. Один проект был по работе с детьми из приюта. Мы их как бы опекали, но не опекали денежно-материально, а душевно. Потом второе направление – это у нас Сухопольская больница была. Сухопольская больница сестринского ухода. Там от 26 до 30 человек, бабушек, дедушек, которые остаются в деревне 2-3 дома. Им, в общем-то, зимой очень тяжело. Поэтому вот социальный центр, он предлагает им на зимний период там остановиться. Мы туда приезжаем с такими как бы концертами маленькими. Вот наши женщины поют. Іх дэвіз «Рабі дабро, пакуль жывеш, дары цяпло, пакуль ты дыхаеш». З гэтымі словамі яны ідуць па жыцці і ганарацца тым, што ўсё яшчэ могуць камусьці дапамагчы. Максим Жешка, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».